Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 2 августа 2020 года. Посмотрим, что ждет нас в этот день. Итак, карта дня. Король Пентаклей. Что будет помогать? Что будет мешать? Посмотрим на цыганской колоде отношения, работу, финансы. Достанем 3 карты на отношения. На работу 3 карты. И на финансы 2. Итог дня. Подсказывать будем на маг-колоде. Итак, у нас выпадает король Пентаклей как карта дня. А это значит, что у нас будут какие-то очень важные вопросы, связанные либо с деньгами, либо с имуществом, либо, может быть, здесь вопрос статуса нашего, да, может быть, что-то в этом плане меняется. Король Пентаклей – это у нас карта, которая связана чаще всего с работой, да, больше у нас как-то на это ориентирована она. И здесь что может быть? Может быть что-то, либо выгодное какое-то предложение, или, может быть, мы возглавить можем, допустим, какую-то организацию, да, может, повышение нам кто-то предложит из руководства. Также карта говорит о том, что могут появиться какие-то важные цели, планы, предложения, которые в дальнейшем будут очень денежные для нас. Или статус нас повысят, да, какое-то желание позволят выполнить материальное. А также карта начала своего бизнеса. Может быть, действительно у кого-то были такие вот мысли, готовились к этому, да, и вот прекрасный день для того, чтобы начать. Хорошо сегодня брать ответственность какую-то на себя за важные какие-то дела, за семью, за работу и так далее. Хорошая карта для того, чтобы как-то показать свой профессионализм, показать, что мы действительно чего-то стоим, достойны. Хорошее время для рекламы, для каких-то первых ролей, для популярности. Вот если действительно у вас такой вопрос стоит важный, да, вот показать себя, вот прекрасное время для этого. Также карта достижения какой-то цели, очень важная, может быть, окончание какого-то проекта. Может быть, победа в суде. Может быть, знаете, эта карта очень часто связана со здоровьем. Если были какие-то сложности, проблемы, допустим, не могли поставить диагноз правильно, да, то есть как бы есть какое-то недомогание, а что это непонятно. Так вот, сегодня можно определить диагноз точно. Можно получить какое-то очень важное мнение, совет от эксперта, от людей, которые действительно вот чего-то в жизни уже добились. И день этот очень важный для чего? Для нашего доброго имени, для репутации. Вот кто, как мы сегодня действуем, будет определять как бы наше дальнейшее, как сказать, наше положение, да, там на работе, в семье и так далее. То есть вот очень важно, какие мы сегодня принимаем решения, какие ставим цели, вообще как себя ведем, что делаем, что говорим и так далее. Также очень часто по этой карте родители супруга, да, вот если кто-то в семье, в паре, вот родители супруга каким-то образом сегодня проявятся, да, выйдут на первый план, и вот что-то от них можно ждать. Давайте посмотрим, что если про родителей супруга. Ну, возможно, какая-то поддержка. Может быть и денежная, может быть и моральная поддержка. Вообще хорошая карта для того, чтобы управлять чем-то, да, управлять, организовывать, администрировать. Очень хорошее время для того, чтобы переоценить что-то, какие-то свои возможности переоценить, работу, отношения и так далее. Что будет помогать? Мечи у нас, двойка мечей выпадает, будут помогать сомнения, да, или, может быть, необходимость сказать нет, отказать кому-то, да.
Вот это будет важно. То есть если что-то не служит вашим целям, если что-то вам мешает жить и чувствовать себя стабильно, комфортно, то от этого нужно отказываться. Либо, может быть, если есть уже какое-то предложение, есть какие-то цели, планы, нужно их пересмотреть в том плане, действительно они на пользу или нет, действительно ли это то, что нужно, да, то есть какая-то доля сомнений очень полезна будет для того, чтобы не сделать ошибок в дальнейшем. И что будет мешать? Семерка жезлов. Какие-то, может быть, излишние попытки что-то поменять, куда-то вмешаться, отстаивать себя, отстаивать свое мнение. В общем, может быть, знаете, быть частью какой-то команды, быть, ну, чтобы ваша цель была частью чьих-то целей. Вот это мешает. Вот важно, чтобы именно ваши были цели, которые нужны именно вам, которые вас мотивируют, а не те, которых вот хотят от вас другие люди. А что будет в отношениях? У нас для тех, кто в поиске партнера, туз бубновый. Карта говорит о том, что можно встретиться с человеком каким-то оптимистичным, известным или просто веселым человеком, да, может быть, среднего какого-то возраста, не очень молодым. Вообще очень хорошая карта для того, чтобы как-то провести приятное время, может быть, сходить куда-то в кафе в какое-то или по парку погулять. Да, может быть, кстати, встреча на каком-то мероприятии, на концерте, вполне возможно. Так, для тех, кто в паре, вот выпадает валет червовый, хорошее время для того, чтобы, вот, знаете, восстановить чувства, да, какой-то романтик создать, для того, чтобы решить все вопросы, которые накопились с учетом, ну, как бы обоих сторон, да, или, может быть, с заботой друг о друге, да, то есть очень хороший день для того, чтобы как-то реализоваться в семье, в паре. Дополнительную карту хочу достать. Да, вот если особенно были ссоры какие-то, да, можно вполне там любовью, какими-то какой-то заботой друг о друге, пониманием, да, можно решить многие вопросы и убрать вот эти последствия ссоры. Ну и вообще сегодня не рекомендуется ссориться. Ну и вот у нас и карты Таро об этом говорят. Для тех, кто в ссоре, да, семерка бубновая. Карта говорит о том, что нужно разговаривать, нужно говорить о том, чего вы действительно хотите, что для вас действительно дорого. Не притворяться, да, не говорить то, что хотел бы от вас услышать партнер. Вот тогда все будет в порядке, можно помириться, и потом отношения будут развиваться. Для работы. Те, кто в поиске работы, выпадает дама трефовая. Но здесь, знаете, такой намек на то, чтобы вы были очень внимательны. Да, вот даже, знаете, вам интуиция сразу подскажет, ваше это место работы или нет, если вы, например, придете на собеседование. Или даже просто просматривая объявление, да, можно понять, почувствовать, надо вам это или не надо. То есть вот очень важно прислушиваться к собственной интуиции. Кроме того, если вы сегодня устраиваетесь, допустим, на работу, да, пришли, допустим, на собеседование, скорее всего, будут ситуации такой проверки, знаете, как будто провокации какие-то будут специально делаться для того, чтобы проверить, как вы себя будете вести вот во время работы. Может быть, даже вот как-то будут пробовать вами манипулировать. И еще одна здесь ситуация может быть. Пообещают то, что потом не выполнят. То есть, ну, работодатели, да. Вот здесь нужно быть внимательными. Так, какой совет тут? Но знаете, соглашаться пока на то, что есть, и как-то внимательно присматриваться, да, вот к тому, что происходит вокруг. Скорее всего, действительно, у этой работы есть перспектива, но придется очень много работать, придется действительно взвалить на себя ответственность большую.
ну вот как-то начало само может быть не очень приятным, да, вот такое ощущение, что вас как-то провоцируют, проверяют и так далее. Для тех, у кого уже есть работа, девятка пиковая, но у вас здесь все стабильно, все в порядке, видимо, и с деньгами, и с положением, но все равно, вот, может быть, вы недовольны как-то, может быть, у вас было желание продвинуться, да, чтобы был карьерный рост, чтобы был рост зарплаты, а здесь все как-то остается на своих местах, и вы, может быть, этим разочарованы. А может быть, даже нужно сказать о своих планах, о своих целях, о своих желаниях руководству, да, для того, чтобы действительно была возможность у вас продвигаться, да, но нужно еще и верный момент здесь улучшить, потому что руководитель может вам отказать, да, или не захотеть вас слушать, да. То есть здесь нужно как-то быть очень аккуратными, и если какая-то ситуация конфликтная возникает, ее не нужно, ну, как бы подогревать, да, лучше от нее уйти. А для тех, кто своим делом зарабатывает, здесь может быть какое-то новое предложение, какой-то, может быть, доход новый открыться. В общем, что-то для вас по-новому происходит в вашем деле. И, знаете, вполне возможно, здесь какая-то прибыль, которую не ждали, или какой-то, может быть, выигрыш, если вы, может быть, подавали какие-то заявки или еще что-то в этом роде, да, вот может быть неожиданно такой выигрыш для вас. А также карта говорит о том, что может новый человек как бы прийти, может быть, это человек, которого вы, может быть, хотели бы сделать, допустим, своим партнером, да, или помощником. Так вот, вот здесь карта говорит осторожней, то есть человек может внешне быть одним, да, а на деле оказаться совсем другим. То есть не нужно сразу там излишне доверять новым людям. Особенно то, что касается там денег, бизнеса и так далее, да, вот, может быть, какие-то секреты у вас свои есть. То есть нужно быть очень осторожными, проверить сначала человека, который вот новый, если он приходит сегодня, да. Скорее всего, это человек, который, знаете, такой и вашим, и нашим. Да, может быть, хочет многого, а вкладывать хочет мало. Может быть, такой безответственный, легкомысленный. Вот как-то на людей сегодня день очень завязан, да, нужно быть очень осторожными с людьми, которые приходят новые сегодня в вашу жизнь и как-то связаны с вашим бизнесом. Для денег выпадает у нас, для тех, кто на зарплате, девятка бубновая. Карта говорит о том, что, скорее всего, может быть день зарплаты, да, полностью могут выплатить сумму. Или может быть наоборот, вот вы, допустим, ожидали деньги, а вам сказали, допустим, что там на неделю перенесут или там еще как-то по-другому, в общем, переиграются планы. Давайте дополнительную карту достану. Но, скорее всего, не будет так, как вы хотите в деньгах. Может быть, меньше денег, чем хотели, да, может быть, вообще у вас возникнет желание из-за денег что-то себе лучшее подыскивать. А для тех, кто своим делом зарабатывает, девятка червовая, карта говорит о том, что действительно могут деньги приходить из нового источника. Может быть, действительно какой-то новый финансовый поток вы запустите в этот день. Или просто от каких-то новых людей деньги будут приходить, от новых клиентов, от новых партнеров, от, может быть, близких людей и так далее. То есть все равно что-то здесь вот новое в деньгах. Так, хочу дополнительную карту. Смотрите, скорее всего, вы этого ожидали, скорее всего, это, может быть, запланировано было раньше, да, но все равно для вас это как-то, может быть, немножко неожиданно, да. Также эти деньги, они могут как бы отражать ваш вклад в прошлом. То есть вот чем больше вы работали раньше, тем лучше у вас сегодня результаты. И по итогу дня выпадает дама бубновая. Карта говорит о том, что открываются новые возможности, и вы в конце дня вот это осознаете, чувствуете. Это, с одной стороны, вас радует, с другой стороны, может быть, и сложность вызывает, потому что нужно принимать какое-то решение, делать какой-то выбор.
работать по-старому или по-новому, да, оставаться с теми людьми, с которыми привыкли, или, может быть, новых искать. В общем, все время будет вопрос такой вот выбора. И давайте посмотрим, что желательно сделать. Ну вот, карта рекомендует все-таки выбирать новое, потому что старое, оно вас все-таки в рамках держит и не дает получить то, что вы хотите. Хотя, может быть, здесь и стабильно, хотя, может быть, привычно, но все-таки нужно выходить уже к чему-то новому, да. Несмотря на то, что это, ну, непросто, нужно все-таки решаться на новое, потому что вы действительно уже ну, как-то запутались, скажем так, в привычном, да, то есть уже оно не развивает, сдерживает и так далее. Так что вот в конце дня желательно подумать над результатами, которые вот сегодня были. И если действительно возможности были, да, какие-то появляются, то нужно делать выбор в пользу нового. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.